Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас я хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину. А тема будет такой: на что он действительно способен и чем он вас по-настоящему удивит. Если тема интересна, загадайте на мужчину, задайте свой вопрос и давайте будем смотреть. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ну да. Девочки, а вы знаете, что ваш мужчина с тайными способностями? У него есть очень интересные скрытые таланты. У мужчины есть чутье. Вот настоящее такое звериное чутье. Ну, в простонародье говорят, пятой точкой чувствует. Это у него есть. Но он не всегда к нему прислушивается. Либо прислушивается, ну прям в крайней ситуации. Вот. И вы очень удивитесь. Но именно это чутье его подвело к вам. Вот. Он вас просто учуял, потом рассмотрел, а потом к вам подошел. Да. Кстати, он умеет гипнотизировать. Действительно, либо подстраиваться под тон речи, либо глазами гипнотизировать, жестами, может быть. Ну, есть у него такая способность. С него бы очень хороший гипнотизер получился. Либо менталист хороший бы с него вышел. Да, он умеет. Кстати, есть артистичность в нем, какая-то особая, изысканная актерская игра. Он и сам не понимает, что он играет. Ну, такой интересный, талантливый мужчинка вышел, очень талантливый. Умеет заворожить и привлечь свое внимание. Так, на что он способен? Ну, на жертву он способен. Сразу, вот смотрите, показали. Я способен на жертву. Я способен себя принести в жертву. Если потребуется, если станет необходимость. Девочки, этот мужчина, несмотря на то, что он внешне кажется очень спокойным, даже в каких-то моментах трусоватым, если потребуется, он готов. Его даже звать не надо и приглашать не надо. Он просто возьмет и сделает. Есть в нем такое. Правда, в критических ситуациях он теряется. Ему, знаете, как поводырь нужен. А вы, кстати, для него и есть поводырь. По крайней мере, он вас признает за главную в ваших отношениях. То есть он полагается на вас и на вашу логику, и на вашу рассудительность. Ну и на ваши знания, девочки, да. У многих может отыграться, что мужчина этого не показывает, либо говорит обратное. Но по факту это так и есть. Да. Все-таки вы более высокую, скажем так, ступеньку занимаете в ваших отношениях. И эту ступеньку он вам под ножки подставил сам лично. Так, на что он еще способен? На верность он способен, девочки. На верность. Быть верным и слову, и телом, и делом. Вот прям верность хранить он может. Особенно если поклянется в этом. Если у вас есть какие-то сомнения, если есть какие-то подозрения, либо вы хотели бы застраховать свои отношения на будущее, просто попросите его дать клятву. Клятву чести, клятву совести, клятву сердца. Поверьте, девочки, это гарантия. Гарантия, что он эту клятву не нарушит. Если скажет, что я гулять не буду, на других баб карабкаться не буду,
Это 100%. Он никогда этого не сделает. Он умеет держать свое слово. Может быть, поэтому он такой немногословный и редко что-то обещает. Но, тем не менее, это его сильная черта. Это плюс. Это действительно плюс. Так, на что же он еще способен? Он способен на нежность, он способен на сочувствие, на доброту, на искренность. Он способен. Но почему-то как раз-таки этих качеств он очень стыдится. Не могу сказать причину, но вижу, что он этого стыдится. Как будто бы он прячет их за спиной и боится, что кто-то узнает. Что кто-то узнает, что он может быть сентиментальным, добрым и нежным. То есть, может быть, считает, что мужчине это не положено. Да, не по статусу мужиков быть сентиментальным. Да, может быть, как боится, что его там заподозрят, например, да, в правильности ориентации или еще каком-нибудь грехе. Вот это он боится. Хотя таким и является. Кстати, очень любит животных. Именно животных, тянет его к животным. Возможно, когда он был ребенком, он очень хотел иметь животных, либо собирал всех бездомных кошек, собак, там, лечил, кормил. Вот. Есть у него. Дай ему волю, он откроет приют, девочки. Откроет приют и будет заботиться о животных. Это очень хорошо. Человек, который любит животных, он и людей любит. Но так это и работает. Так, следующий момент. Ради вас. Именно ради вас, на что он способен. Но без всякого колебания способен отдать свою жизнь, если это потребуется. Если вам потребуется, ну, например, срочно деньги, а у него не будет, и ему негде будет взять, девчонки, он пойдет, я не знаю, там печень, почку, что там обычно продают, и прям продаст. Вам ничего не скажет, пойдет, сделает, принесет вам деньги. Такой вот он порядочный человек. Плохо, конечно, что он не будет это с вами обсуждать, вы уже узнаете по факту, но тем не менее, вот именно так он и поступит. Ради вас он готов полюбить ваших родителей, принять ваших родственников и даже смириться с какими-то противными вашими подругами. Ну, на его взгляд и на его вкус противными. Ради вас он готов ваших родителей называть папой и мамой. Ради вас он готов поступиться какими-то своими интересами, либо увлечениями. Ради вас он готов учиться, ради вас он готов развиваться. Ради вас он даже готов прекратить общение, ну, с людьми, которых он очень любит. Ну, типа там друзья закадычные, там, и они же с ними. Он готов. Если вы попросите, он все сделает. Так. Он даже ради вас готов, я не знаю, худеть, либо наоборот набирать вес. Вот все, что скажете, то и будет делать. Так, мои хорошие, давайте теперь посмотрим, чем же он вас удивит. Что такое невероятное сделает. Так, для тех, кто у меня просто встречается, для тех, кто просто общается, и еще между вами не состоялась, например, связи, там, интимной, брачной связи, да? Здесь мужчина какой-то невероятный романтический вечер для вас может подготовить. И, скорее всего, подготовит вечер, на котором он сделает вам предложение. Либо невероятный романтический вечер, где он объяснится вам в своих чувствах. Ну, так и скажет: бери меня, бери мою душу, бери мое тело, бери мое сердце и делай, что хочешь. Отныне я твой раб. И без тебя мне свет не мил. Вот. Незабываемое вот прям впечатление вы получите. И мужчина готов даже колоссальную сумму денег на это потратить. Вот подарить вам праздник, подарить вам это счастье. Увидеть ваши счастливые глаза, увидеть вашу улыбку. Для тех, кто в паре, в браке, ну, я так понимаю, у вас есть какие-то проблемы либо с финансами, либо с жилищем, а возможно и то, и другое. Да, и денег не очень, и жить вам негде. Здесь мужчина готов пойти на любые рабские условия, ну, не знаю, там, кредиты, ипотеки и прочие обстоятельства, да, загнать себя, продать себя
но лишь бы вас обеспечить. Он, кстати, об этом очень кропотливо думает, и я так понимаю, что он над этим работает. Вам он либо говорит крайне мало, либо совсем ничего не говорит, но тем не менее он идет к своей цели. Девочки, если вы не желаете продать мужчину в рабство, контролируйте этот процесс, потому что в порыве угодить вам, в порыве сделать вас счастливой, этот человек действительно может, все отдать, понимаете, и душу продать, да, там, кредиторам. Это нехорошо, это нужно контролировать, и все-таки это же ваш мужчина, это же ваш любимый. Зачем такое? Вот. Плюс еще такой момент, а вдруг что случится? Это же и на вас упадет, а? Вот подумайте. Подумайте, если вам на мужчину все равно, то подумайте хотя бы о себе, о своем будущем. Он прям, знаете, на грани себя продать, действительно продать. Для тех, кто давно живет вместе, для тех, кто давно живет в паре, может быть, несколько лет вы в браке, а может быть, несколько десятков лет вы в браке. Здесь мужчина, возможно, не говорит вам о своих чувствах, возможно, у ваших чувств снизилась температура, и живете вы больше как брат-сестра, либо просто соседи. Мужчина очень за это переживает, очень боится вас потерять. Девочки, он выполнит все, о чем вы попросите. Главное, чтобы вы его не оставляли. Вот он себе это пообещал, он сам с собой договорился. Вот что угодно, лишь бы только вы его не оставили, не бросили. Почему-то вот я вижу ситуацию, когда мужчина чувствует себя крайним, лишним, ненужным. Может быть, вы ему это говорили, либо так себя ведете, что он так это чувствует, ощущает. А может быть, он сам себя накрутил. Девчоночки, не знаю, как вам об этом сказать, но я хочу, чтобы вы к этому отнеслись крайне серьезно. Если вы мужчине скажете, что он вам мешает, и вы желаете, чтобы его не было, этот мужчина может так и поступить. Поэтому контролируйте, что вы говорите. Я понимаю, что это кому-то идет индивидуально, персонально, но старайтесь себя контролировать и старайтесь до этого не доводить. Знаете, что это будет грех. Грех очень большой. Вот. В сердцах особенно старайтесь не говорить такие вещи. Прям табу себе поставьте. А лучше забудьте об этих словах, и никогда о них не вспоминайте. Вот. Он готов, он может, и не дай бог, да, это сделает. Вот. Это, конечно, шок. Девочки, у кого проблемы с деньгами, еще такой момент. Здесь мужчина, то ли он какую-то страховку оформил, то ли он думает о том, чтобы оформить страховку и с собой что-то сделать, да, чтобы вы могли получить деньги. В плане нанести себе какие-то увечья, либо какие-то травмы, да, чтобы по страховке получить, я так понимаю, денежки для вас. Это, конечно, похвально, но это, во-первых, неправильно, противозаконно, и членовредительство это и в энергетическом, и в духовном, и в мирском восприятии это неправильно, абсурдно и грешно. Вот. Если вы об этом знаете, вы отговорите его, пожалуйста, отговорите. Деньги будут, попозже будут. И поправите вы свое материальное положение. Просто вот сейчас такой момент, который нужно пережить. Мужчина в желании заработать, в желании обеспечить семью может пойти на действительно глупые и необдуманные поступки. Вы, как мудрая женщина, любящая женщина, вы должны это все предусмотреть и уберечь его от таких глупых поступков. Вот. А так, мне очень нравится эта цыпочка, мне нравится, что он вас любит, мне нравится, что он готов отдаться полностью, целиком и полностью отдаться вашей любви, вашему счастью. И если он об этом не говорит, либо это не показывает, это не значит, что этого нет. Поймите, мы все разные, я имею в виду люди, да, по-разному себя проецируем, по-разному себя проявляем, по-разному себя ощущаем.
Я читаю его энергетику, я читаю его душу. Вот внешние проявления, они очень часто не соответствуют внутренним позывам. Поэтому отнеситесь к нему с терпением и даже с лаской. Поверьте, он ответит вам в 100 крат больше на ваши хорошие, добрые слова либо поступки. Ведь он вас действительно по-настоящему искренне любит. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.